Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Асбабуль магфира, причины прощения грехов. И мы с вами открыли тему терпения. Поклонение, которое называется терпением, это поклонение, которое невозможно показать, невозможно нарисовать, но терпение – это то поклонение, которое требует от нас очень много усердия, потому что идти против своего нафса – вот это самое тяжелое испытание, когда нафс чего-то очень хочет, страстно хочет, но в этом нет блага. И в этом нет довольства Всевышнего Аллаха. И мы идем наперекор своему нафсу. То есть мы лишаем нафс его удела. И вот здесь возникает очень большой конфликт. И поэтому очень непросто человеку проявлять терпение. И наоборот. Иногда нафс очень сильно не желает совершать что-то, да? Но мы видим, что в этом есть довольство Аллаха, в этом есть благо. Мы идем опять-таки наперекор своему нафсу и совершаем, делаем то, чем доволен Аллах, но чем крайне недоволен наш нафс. Вот это есть терпение, когда ты идешь против, наперекор своему нафсу. Поэтому иногда люди задают вопрос: а что такое терпение? Что там нужно делать? Обычно во время терпения наоборот не надо делать. Вот если посмотреть, пост, ураза – это терпение. И почему Аллах Тааля дает аджр, награду за терпение столько, сколько сам пожелает. Мы даже не можем посчитать сколько, потому что это есть терпение. Аллах Тааля сказал: «Иннама юаффас сабируна аджрахум бигайри хисаб». Воистину только терпеливые они будут получать аджр бигайри хисаб, то есть неисчислимый аджр, неисчислимые награды. Поэтому это есть терпение. И в чем трудность поста? Вот мы призываем всех братьев, сестер совершать дополнительный пост. Понедельник, четверг. Так ведь? Это пост, это сунна. Но не все совершают пост. Очень мало кто совершает поститься вот понедельник, четверг. Их мало. Почему? Вот если так посмотреть, во время поста не надо ничего делать. То есть если совершать намаз, нужно взять тахарат. Нужно пойти в мечеть, нужно встать, киям, рукук, суджуд. Это какие-то движения. Так ведь? Если нужно дать закат, даешь закат. Нужно помочь кому-то, брату какому-то, нужно помогать, лопатой, я не знаю, еще чем-то, да? Ты помогаешь физическим трудом. Ты, чтобы совершать хадж, это поклонение, нужно ехать в Мекку, нужно делать обход вокруг Каабы. А когда ты совершаешь пост, там ничего не надо делать. Нет каких-то движений. Наоборот, нужно оставить то, что ты обычно делал. То есть, что приятно, необходимо для твоего нафса. То есть, оставляешь еду, питье, а это трудно. Почему? Потому что дело не в том, что трудно что-то сделать. Иногда трудно что-то не делать, потому что нафс этого хочет. Поэтому вот это есть прелесть терпения. И терпение, мы с вами говорили про испытания, аль-ибтиля, когда Аллах Тааля дает испытания через какие-то болезни, через какие-то страдания. И Аллах Тааля посредством этих болезней, посредством этих страданий Он прощает нам грехи. Также мы говорили про очень такое испытание только для сильных. Самые сильные могут пройти это испытание. Потеря близкого человека. Даже в хадисе не говорится детей, там, супруги, родителей. Просто говорит София. То есть София – это тот человек, который очень близок к твоему сердцу. Твое сердце, твой нафс любит его, очень сильно любит. И не хочет расставаться с ним. И вот Аллах Тааля его забирает. По своей воле забирает. И когда человек, сердце человека
довольствуется этим, сердце человека соглашается с этим и проявляет терпение, Аллах прощает ему грехи. И Аллах Тааля говорит: «Я мали габдиль му'мин», то есть не будет другой награды для моего раба, у которого Аллах забрал близкого человека, илля аль-джанна, кроме рая. И также потеря зрения, хадис мы с вами читали, так ведь? То есть Аллах Тааля говорит, не будет для него лям арда лака thawабан дун аль-джанна, то есть у кого я забрал близких друзей, двоих близких друзей, то есть они очень близки нам, это наши глаза, это наши друзья, с которыми мы живем, без которых мы не можем представить нашу жизнь. И вот Аллах говорит: я забрал, когда я забираю у тебя твоих близких людей, и ты, надеясь на мою награду, проявляешь терпение, я не буду довольствоваться для тебя другой награды, кроме рая. Поэтому пусть Аллах Тааля возблагодарит тех братьев, тех сестер, которые проходят через это испытание, у кого Аллах Тааля забрал их близких друзей, то есть их зрение. Также следующая причина ман сабара аля сара, то есть кто проявлял терпение, когда его постигла болезнь сара, то есть это эпилепсия. Ата ибн Аби Рабах радийаллаху анху рахимахуллах передает, что Абдулла ибн Аббас как-то сказал ему: аля урика имраатан мин ахлил джанна, не показать ли мне тебе женщину из числа обладателей рая? То есть эта женщина, я могу ее показать, она жива, здорова, и она обладатель рая, из числа обладателей рая. И тогда, когда я услышал эти слова, Ата говорит, я сказал: конечно, покажи, кто это, что это за женщина, которая ходит по этой земле среди нас, и она обладатель рая. И Абдулла ибн Аббас сказал: «Хадихиль мар'ату сауда», это темнокожая женщина, которая подошла как-то к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала: «О посланник Аллаха, воистину меня постигают приступы эпилепсии. Ва инни атакашшафу». И когда у меня происходит приступ эпилепсии, я начинаю разрывать одежду на теле, то есть обнажать тело. И тогда, то есть он подошел, чтобы посланник Аллаха попросил за нее шифа, исцеление, чтобы Аллах Тааля избавил ее от этой болезни. Фад'уллаха ли, поэтому он сказал: «О посланник Аллаха, попроси у Аллаха для меня исцеление». На что посланник Аллаха ответил: «Иншити сабарти валякиль джанна». Если ты пожелаешь, то терпи, и за это тебе будет рай. «Ва иншити да'утуллаха ан юафи». А если ты пожелаешь, я попрошу Аллаха, чтобы Аллах исцелил тебя. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предложил для нее, для этой больной женщины, два варианта. И сказал: если ты проявишь терпение и будешь жить с этой болезнью, ты будешь в раю. Результат терпения, твоего терпения, это будет рай. Но если ты пожелаешь, я сделаю за тебя дуа, чтобы Аллах дал тебе исцеление. И тогда она сказала: асбиру, тогда я буду терпеть. И сказала: инни атакашшафу фад'уллаха ли ан ла атакашшафа. Но посланник Аллаха, когда у меня происходит приступ эпилепсии, я начинаю разрывать одежду на себе, оголять свое тело. Попроси у Аллаха, чтобы я во время эпилепсии, она не стала просить, чтобы Аллах избавил ее от этой болезни. Попроси у Аллаха, чтобы я во время приступа не разрывала на себе одежду. Тогда фадa'аляха, тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, попросил у Аллаха, чтобы она во время приступа не разрывала на себе одежду. Этот хадис мы видим в сборниках имама Аль-Бухари
и муслима. И разъясняя этот хадис, автор книги, шейх, говорит, что здесь речь идет, скорее всего, о тех, кого постигла эта болезнь, эпилепсия, да, и кого также масса джин аугайруху, или же даже то, что в него проник джин. То есть, если его постигла сихр, джин, и он проявлял терпение, то есть он, получается, мог выбрать путь исцеления, но он выбрал путь терпения, и терпел, потому что у него это был иман такой, богобоязненность была, за это он будет в раю, иншаллах. То есть получается вот следующий, вот эта причина, когда человека постигают приступы эпилепсии, и он проявляет терпение, то, иншаллах, Аллах Тааля вознаградит этого человека раем. Следующая причина – хамдуллахи инда факдил валад. Восхваление, хамд, восхваление Всевышнего Аллаха, когда человек теряет своего ребенка, свое чадо. Абу Муса, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза мата валадуль абди», когда умирает ребенок раба, то есть ребенок человека, Аллах Всевышний обращается к своим ангелам, ангелам смерти, которые забирают у людей души, и говорит им: «Кабаттум валада абди», вы забрали дитя моего раба? Аллах спрашивает у них: вы забрали у него дитя, его любимое дитя? И они говорят: «Фаякулуна наам», они говорят: «да». И тогда Всевышний заново у них спрашивает: «Кабаттум самарата фуадихи», вы забрали радость его сердца? То есть, кем человек радуется? Своими детьми. Так ведь, когда он приходит домой, машаллах, дети обнимают его, целуют его, он их обнимает, целует. Это же радость жизни. И вот Аллах Тааля, он, конечно, знает, как они дороги для нас, и поэтому Аллах знает прекрасно, как тяжело людям терять вот этих любимых людей, то есть дорогих для нас людей, детей. И поэтому Он второй раз спрашивает у ангелов: вы забрали у моего раба радость его сердца? И ангелы говорят: да, мы забрали у него радость сердца. И тогда Всевышний спрашивает у них, третий вопрос задает: «Фамада каля абди», а что сказал мой раб, когда вы забрали у него радость его сердца? Как он среагировал? Как он себя ведет? И тогда ангелы говорят: «Хамидака вастарджа». Он сказал: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». И он сказал: «Альхамдулилля». «Альхамдулилля» сказал. То есть он восхвалил тебя. «Альхамдулилля» сказал. И сказал: воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. И тогда Всевышний говорит: «Ибну ли'абди бейтан фил джанна». И он говорит ангелам: постройте для моего этого раба дом в раю. За это «Васаммуху», и назовите этот дом «Бейт аль-хамди», дом восхваления. За то, что он сказал «Альхамдулилля», постройте ему дом в раю. А если у него дом в раю, значит и он будет где? Иншаллах, в раю. За то, что он принял этот удар восхвалением Всевышнего Аллаха словами «Альхамдулилля». Этот хадис хасан, иснад этого хадиса хороший, раваху Тирмизи, Ибн Хиббан и так далее. И так далее. Вот поэтому, дорогие братья, это тоже есть один из плодов терпения, когда Аллах Тааля забирает дорогих для нас людей, детей, так ведь, а человек, он воспринимает этот удар, воспринимает это испытание и восхваляет Всевышнего Аллаха. Он говорит «Альхамдулилля». «Альхамдулилля», то есть восхваляет Всевышнего Аллаха. Идем дальше. Аль-хумма. Следующая причина, тоже одна из болезней, которая называется лихорадка. Хумма, лихорадка.
Джабир, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал женщине Умму Саиб, сказал: «Ла тасубби аль-хумма», не брони, не ругай лихорадку. Потому что, как обычно, если нас постигает какая-то болезнь, мы начинаем что? Мы начинаем ругать эту болезнь. Так ведь? Ну никто не любит болезнь. Это же естественно. Мы любим, когда мы сильные, здоровые, когда у нас сил много. Так ведь? И никто не любит свою болезнь. Но посланник Аллаха сказал: не ругай этой сподвижницы, не ругай, не брони свою лихорадку. فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. Воистину, эта лихорадка тудхибу выводит из человека его грехи, кама юдхибуль кейру хабаталь хадид, так же как кузнечный мех, вот это то, что кузнецы, чем огонь поддувают, так ведь? Так же как кузнечный мех выводит шлаки из металла, из железа. То есть так же как кузнечный мех выводит все вот этот мусор ненужный, да, шлаки из состава металла, железа, также лихорадка выводит из Бани Адам, сынов Адама, его грехи. Поэтому посланник Аллаха сказал: не ругай. Также в другом хадисе Абу Хурайра, радийаллаху анху, говорит, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля тасубби аль-хумма», не ругай лихорадку, «фаиннаха тунфи дзунуб, кама тунфи нару хабат аль-хадид». Воистину, лихорадка избавляет человека от грехов, так же как кузнечный мех избавляет железо от шлаков, от ненужных шлаков. Вот здесь идет речь о лихорадке, или может быть это высокая температура, когда человека вот прямо лихорадит, да? Это тоже является причиной прощения грехов. И вообще, если взять болезни, вот очень часто, когда, когда мы сами не можем остановиться иногда, да, Аллах Тааля нас останавливает. Очень часто бывает, вот когда нет времени, зачем ты гонишься, сам не понимаешь иногда зачем гонишься, да, Аллах Тааля вот дает тебе или просто обычные простуды, или у кого-то что-то там начинает болеть, и вот все это течение останавливается, и телефон не нужен, и встреч нет больше, да, и на работу не можешь ходить, все остановилось. И вот очень часто мы начинаем, ругать болезнь, вот из-за этой болезни я не могу сейчас делать какие-то дела. Даже я сам, вот когда себя замечаю, начинаешь болеть, ты не можешь идти на работу, а у тебя где-то вагаз был, тебе приходится отменять вагаз. Так ведь? И ты думаешь, вот, субханаллах, там же сейчас, наверное, 50 или 100 человек пришли бы, да? А вот если бы ты сейчас был здоровый, ты бы туда пошел бы, ты бы им сейчас вагаз рассказал, ты бы столько наград заработал бы, да? Или там вот встреча там какая-то еще полезная, еще что-то. И вот ты думаешь, что Аллах тебя лишил через эту болезнь каких-то благ, да? А вот зачем? Ради чего? Я вот себя спрашиваю, а ради чего ты идешь куда-то, организовываешь какой-то урок, какой-то вагаз? Это же все ради довольства Аллаха. Не ради того, чтобы там тебя похвалили, о, какой умный хазрат там пришел, да? Нет, ты же хочешь найти довольство Аллаха, так ведь? Потому что все, что делается не ради довольства Аллаха, все в судный день вернется нам в лицо кинут, потому что это не ради Аллаха. Получается, все, что ты делаешь, все твои встречи какие-то ты запланировал, да, все уроки и вагазы, получается, это все ради довольства Аллаха, чтобы Аллах был доволен тобой. Да. Возникает второй вопрос. А где довольство Аллаха больше? Где-то там на вагазе, или вот то, что ты сегодня лежишь с температурой 39, да, ты не можешь встать, ты пьешь лекарства горькие, у тебя нет аппетита, у тебя нет настроения, может быть. И скорее всего, в этом довольство Аллаха больше, хотя ты думаешь, вот там от тебя пользы больше было бы. Поэтому мы же не знаем, где она зарыта, золото, мы не знаем. Аллах Тааля, когда ты делаешь таваккуль, полагаешься на Аллаха, Аллах, Он дает тебе то, что тебе нужно. Это как, есть же хадис,
инна хадал Курану сабабун тарафуху биядиллахи ва тарафуху биайдикум. Воистину, эта книга, Коран, является сабабун, то есть веревкой, твердой веревкой, одна часть, которая в руках Аллаха, вторая часть в ваших руках. И Аллах Тааля ведет с этой веревкой человека по жизни. Это вот как родители берут за руки своих детей и ведут за ручку. Когда переходят через дорогу, они спешат, чтобы быстрее перейти. Когда появляется какая-то канава, они обходят это и ребенка за собой тащат. Где-то нужно уступить, то есть чтобы пропустить машину, они останавливают ребенка, потому что светофор там красный и так далее. То есть родители ведут ребенка так, как нужно. И вот когда ты уверовал в Аллаха, когда ты положился на Него, Аллах сам тебя ведет по жизни. Где-то Он тебя останавливает. Ты не можешь остановиться. Он тебе болезнь отправляет, и ты останавливаешься, никуда не денешься. Так ведь? Но нельзя думать, что вот через эти болезни Аллах тебя лишает своего довольства. Может быть, довольство Аллаха именно в этом. Именно в этом. Я не помню, этот хадис мы читали, не читали. Это у Абу Дауда есть, субханаллах, такой хадис. Я его долго не мог переводить. То есть перевести можно было своими словами, но, машаллах, весь смысл этого хадиса очень тяжело было перевести. Аллах Тааля в таком значении, может быть, иншаллах, этот хадис еще будет, Аллах в таком значении, что Аллах Тааля каждому в жизни дает какой-то уровень, какую-то планку, у каждого он есть. И вот посредством благих дел, наших молитв, постов, закатов, садака, кто-то вагаз собирает, кто-то братьям помогает, да? Посредством благих дел человек начинает постигать вот этот уровень, добиваться этого уровня. Но иногда вот этот уровень, который Аллах установил, он оказывается выше того, что заслуживают наши благие дела. И мы не можем дойти до этого уровня. А Аллах желает, чтобы мы дошли до этого уровня. И вот, когда Аллах видит, что у нас благих дел не хватает, чтобы дойти до этого уровня, Аллах начинает давать нам испытания. Прямо в хадисе говорится, Аллах начинает его испытывать в имуществе. То есть Аллах забирает его имущество, в детях, в здоровье, и так там перечисляется. И человеку Аллах дает терпение, заставляет его терпеть, и через терпение, завершение хадиса, и через терпение он постигает тот уровень, который не мог постичь через благие дела. То есть в результате ты просто добился того уровня, которого ты не мог добиться через свои благие дела, а ты добился это через терпение. Поэтому мы не знаем, где она, милость Аллаха. Мы не знаем, поэтому всегда мы должны делать таваккуль. И если Аллах Тааля дает какое-то испытание, как болезнь, конечно, нельзя просить у Аллаха болезнь, потому что это против сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха и для себя, и для своих сподвижников просил исцеления. Но мы должны понимать, что любая болезнь, даже укол, даже колючка, который приносит нам небольшое страдание, небольшую боль, даже когда мы здесь терпим, альхамдулилля, по мере вот этой боли Аллах Тааля дает нам прощение. Следующая причина, лихорадку прошли, следующая причина прощения грехов – аядатуль марид, то есть посещение больного. Это получается помощь тем, которые проявляют терпение. Кому-то Аллах Тааля дал испытание, он болеет, и вот когда ты приходишь к нему на помощь, чтобы как-то поднять его настроение, взбодрить его, альхамдулилля, и это по сунне мы знаем, что нужно всегда поднимать настроение, нужно всегда обнадеживать больного, так ведь поднимать его дух, а не то, что там, ой, брат, ты, наверное, скоро умрешь, там, или еще что-то, это не есть адаб. Когда Умар ибн Абдель-Азиз болел, Умар ибн Абдель-Азиз, когда заболел, халиф, его еще называют пятым халифом,
рахимахуллах, к нему пришел один человек. И когда он спросил у него, какой ты болезнью болеешь, когда Умар рассказал ему, тот сказал: так вот у меня был один там дядя какой-то или знакомый, он долго не жил с этой болезнью, говорит, не жил, он умер, говорит. И когда Умар ибн Абдул-Азиз сказал, когда, говорит, ты уйдешь от меня, у меня, говорит, просьба, больше не приходи ко мне, говорит. Больше не приходи, потому что нельзя, ему и так тяжело, и так шайтан приходит с разными васваса. Потому что когда падает дух, это оружие сатаны. Это орудие шайтана, когда человек теряет свой дух. А для того, чтобы терпеть, бороться с болезнью, идти вперед, да, несмотря на болезни, нужен химма, нужна, горячий пыл нужен. А тут еще пришел брат помочь в кавычках, да, своему брату. Ой, извини, брат, ну это тоже долго так не живут. Ты там бисмилля, давай, крепись. Скоро конец. Поэтому посланник Аллаха говорит: ля бас, не проблема, тагурун, иншаллах, очистишься, иншаллах. Он вот так говорил, субханаллах. Он поднимал дух, шкретаган булган, читал специальные аяты, специальные зикры читал, чтобы Аллах Тааля дал ему исцеление. Поэтому это есть адаб, этикет посещения больного. Посланник Аллаха, Али радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин имриин муслимин яуду муслиман илля ибта'афа Аллаху саб'ина альфа малак юсаллуна алейхи фи айи саати нахари кана хатта юмси, ва айи саати лейли кана хатта юсбих». Посланник Аллаха сказал: любой человек, любой мусульманин, который посещает своего брата мусульманина, Аллах обязательно ниспошлет ему, к нему, саб'ина альфа маляк, 70 тысяч ангелов, 70 тысяч ангелов, которые будут просить у Аллаха прощения за его грехи, пока не придет вечер. То есть получается, до вечера этого дня, когда ты посетил своего больного брата, да, Аллах Тааля прикажет ангелам, 70 тысяч безгрешных ангелов будут делать дуа и просить у Аллаха, чтобы Аллах простил ему грехи. И в любое вечернее время, если он посетит своего брата больного, 70 тысяч ангелов будут просить прощения хатта юсбих, пока не придет утро. То есть всю ночь, если вечером, получается, ты посетишь своего брата, альхамдулилля, ты должен знать, что до утра ангелы, 70 тысяч ангелов, да, они будут просить у Аллаха прощения за твои грехи. То есть это причина, получается, прощения грехов. Также Али радиаллаху анху передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любой, какой бы мусульманин, да, яуду маридан, не посетил бы больного брата вечером, кроме как Всевышний Аллах не спошлет к нему 70 тысяч ангелов, ястагфируна лаху хатта юсбиху. Они будут просить за него истигфар. Истигфар — это просить прощения за него, хатта юсбих, пока не придет утро. То есть, когда человек вечером посещает своего брата, до утра ангелы будут, 70 тысяч ангелов будут просить. وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِي. А кто придет к больному брату утром, то есть посетит его утром, вместе с ним, с его дома. То есть вот человек должен чувствовать это. Потому что даже если мы это не видим, мы это знаем из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сахих, достоверный иснад, раваху Абу Дауд, Хаким. И имам Аль-Хаким сказал, что это сахих. И мы должны чувствовать, что вместе с нами из этого дома, где находится наш больной брат, да, вместе со мной выходит 70 тысяч ангелов, которые целый день до вечера, до наступления вечера, будут просить за меня прощения у Аллаха. То есть вот, машаллах, это такая уникальная возможность, шанс
заработать дуа, истигфар, просьба о прощении грехов 70 тысяч ангелов. Машаллах, это милость Аллаха. Это милость Аллаха. И есть еще несколько хадисов приводятся, но все они повторяют это. Следующая причина: «Ман гассаля маййтан», кто совершил гусль, омовение усопшему. «Ваман каффана маййтан», и кто завернул его в саван. Мы знаем, что для нас является фарз кифая, то есть из всей уммы, из всего джамагата какой-то местности, если умирает какой-то брат или же какая-то сестра, то есть мусульманин или мусульманка, то на всем джамаате, на всей общине, на всей махалле является фарзом выполнить обязанности перед умершим братом или сестрой. И мы знаем, что этих фарзов 4. Так ведь первое, мы должны сделать омовение, то есть чтобы сделать гусль, полностью омыть тело брата или сестры. Знаем, мужчин омывают мужчины, женщин женщины. Вторая наша обязанность, это мы должны завернуть саван. Это, то есть, специальное одеяние для усопших. Третья обязанность, мы должны прочитать за него джиназу. Джиназа намаз, салатуль джиназа, который состоит из 4 такбиров. И четвертая наша обязанность перед ним, мы должны это сделать, наш долг, мы должны его похоронить так, как требует этого шариат, ислам. И если в каком-либо селении, в каком-либо махалле, приходе, так скажем, в каком-либо джамагате умирает мусульманин или мусульманка, если джамагат не сделает хотя бы один из этих фарзов, не выполнит, то грех ложится на весь джамагат. Поэтому фарз кифая — это когда кто-то должен прийти и выполнить обязанность от имени всего прихода. Это очень важно. Поэтому, альхамдулилля, тому, кто выполняет эту обязанность от всего джамагата, Аллах Тааля ему дает великие награды. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман гассаля маййтан фасатараху, сатараху Аллаху минадзунуб, ва ман каффанаху, касаху Аллаху минассундус». Кто омыл усопшего и фасатараху, и скрыл его недостатки. То есть, что это значит? Когда человек умирает, он красивый, он не молодеет. Когда человек встречается с ангелом смерти, он от этого красивее, и его внешний облик приятнее не станет. Потому что это смерть, это очень большое испытание. Вот это агония смерти, через что человек проходит. Поэтому, когда человек умирает, тот, кто делает омовение тела этого человека, он может увидеть много недостатков. Может и запах какой-то выйти, может человек болел, например, раком, Бывает, когда человек лежал, и него поворачиваешь, на спине уже какие-то залежи, когда уже все, уже дырки появляются прямо на теле, Очень много недостатков может увидеть. И вот, кто сделал омовение усопшему и скрыл его недостатки, Аллах скроет его грехи. Аллах за то, что он скрыл недостатки этого усопшего брата, Аллах скроет его недостатки. «Ваман каффанаху», и кто завернул в саван, одел своего умершего брата, касаху Аллаху минас сундус, Аллах Тааля даст ему одеяние из сундуса. То есть Аллах Тааля одарит его райскими одеяниями. Этот хадис, иснад хадиса хороший, раваху Табарани и так далее, и так далее. Вот, альхамдулилля, тоже для нас великая возможность, величайшая возможность, если кто-либо из нас в джамагате умирает, то постараться участвовать его в джаназа, и, иншаллах,
принять участие в омовении. Ну, чем больше мусульман, мы должны понимать, что тем больше у нас мы будем терять своих братьев и сестер. Вот сегодня у нас умер дорогой наш абый, брат Эльбеговый, да, который вот всегда встречал во время поста, Рамазана, на ифтары встречал, бабай такой с бородой, мечеть Гайля, Файзи Ураманда. Машаллах, такой приятный, красивый бабай, который все время встречал, вот сегодня его похоронили. Поэтому чем больше братьев, чем больше сестер, тем больше мы будем их терять. Так ведь? От этого никуда не уйдешь. Поэтому придет день, когда мы потеряем своих близких людей. И они могут потерять нас. Так ведь? Придет день, когда нужно будет похоронить дедушку, кто-то уже, наверное, прошел через это, родителей, так ведь? Братьев, с которым ты вместе намаз читал, в мадраса ходил, Коран учил, так ведь? Но, к сожалению, очень большая проблема, вот мы имамы видим, да, многие из нас не умеют читать ни джиназу, не хотят учить вот эти специальные дуга, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал во время джиназы. Мы не знаем это. И я вообще не говорю про порядок омовения. Многие даже боятся дотрагиваться до усопшего. Но это надо знать, дорогие братья. Это надо знать, это надо учить, это надо пробовать. Да, первый раз тяжело. Я помню, 17 лет мне было, или 18, первый раз, когда я омыл, у меня мать говорила, ты, говорит, весь пришел как сам мертвый, белый весь, бледный, я 2-3 дня не мог заснуть, у меня прямо перед глазами лежал этот человек. Ну, альхамдулилля, сейчас нет такого, сейчас понимаешь, что это твой брат, это твой отец, это твой дедушка, и поэтому близких людей, когда мы их теряем, нельзя давать чужим людям, нельзя. И вообще по исламу, по сунне, близкие люди должны омыть человека. Если умирает бабушка, и у нее 3 дочерей, субханаллах, надо сказать этим дочерям: бисмилля, давайте сделайте омовение, последний подарок вашей матери, как когда-то ваша мать мыла ваше тело, когда вы родились еще, да, подмывала вас. Вот так же вы возьмите свою мать, как ребенка, и сделайте истинджа, там надо делать. Альхамдулилля, надо делать истинджа, надо омовение, тахарат, чтобы он взял, вот ноги надо мыть. Это же последний твой подарок твоим близким людям. Поэтому это мы должны знать. И иншаллах, вот мы хотим еще вам предложить, вот всем желающим, объявить, иншаллах, кружки, ну, сколько-то серию уроков, как правильно делать омовение усопших. То есть надо, или попросим кого-нибудь из братьев, завернем его, да, как положено, или там манекена попросим, альхамдулилля. Ну, мы не суеверны, поэтому проблем нет. Меня будете заворачивать, да? На мне будете учиться. Но это надо сделать, дорогие братья, должны мы знать. Потому что когда вот очень часто видишь, когда у братьев умирает отец, он ничего не знает, он не знает, что делать. Вот я сам по опыту, я всегда говорю: давайте вот я буду старшим, а вы со мной будете 2 сына. Давайте, мы же не умеем, я вас научу. Там никаких проблем нет. Вот как ты гусль делаешь, то же самое ты делаешь с ним. Поэтому это надо учить. Иншаллах, мы подумаем, как это все сделать, сколько уроков это будет, что такое джиназа, как вообще могилу рыть. Это все мы должны знать. Это же фарз на нас. Вот в жизни может оказаться мы можем оказаться в такой ситуации, где ты в этой деревне, в этом селении, только ты сейчас можешь снять от всех эту обязанность. Так ведь? Только ты можешь это все сделать. Бисмилля, это сделай, и ты будешь, иншаллах, Аллах тебя вознаградит. Аллах вознаградит тебя. Поэтому, дорогие братья, это надо обязательно знать. Следующая причина. Мы это объявим, иншаллах. «Ман кана ахиру калямихи ла иляха илляллах». У кого самые последние слова в его жизни будут самые великие слова, которые человек может произносить. Это «Ла иляха илляллах». Нет божества, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Как передает Муад ибн Джабаль, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кана ахиру калямихи ла иляха илляллах, дахаля аль-джанна».
у кого самые последние слова, которые он произнесет в жизни, будут «Ля иляха илляллах», он войдет в рай. Он войдет в рай. Этот хадис сахих, иснад его достоверный, раваху Ахмад, Абу Дауд, Хаким и так далее, и так далее. Вот это небольшой, короткий хадис, но, машаллах, этот хадис указывает на огромную причину прощения наших грехов. Когда у человека в жизни самые последние слова будут «Ля иляха илляллах», Аллах простит ему грехи, и он ведет его в рай. Кто-то может сказать: неужели так все просто? А? Неужели так все просто? Вот сказал «Ля иляха илляллах», и ты в раю. А? Кто-то может так подумать. Меня кто-то спрашивал так: ну неужели человек может всю жизнь грешить? Тут ангел смерти пришел, я за тобой. И он такой вспомнил хадис: так, «Ля иляха илляллах», забирай, я в раю. Я говорю, так рай легко невозможно взять. Невозможно. Поэтому многие думают: ладно, альхамдулилля, я знаю этот хадис, вот придет ангел смерти ко мне, и я скажу «Ля иляха илляллах», уйду и буду в раю. Да? Вот очень много пожилых людей, бабайлар, рассказывали, как у них в жизни были какие-то приступы, у кого-то инсульт, у кого-то инфаркт, когда люди были вот на волоске, и когда Аллах Тааля дал им шанс, да, ангел смерти не пришел к ним, потому что еще осталось у него время, да, и вот они начинают вспоминать эти моменты, и они приходят в ужас. Сколько вот бабаев про это мне рассказывали. Они приходят в ужас. Почему? Потому что в это время, говорит, про «Ля иляха илляллах» не думаешь, оказывается. Вот мы думаем, да, что вот придет ангел смерти, мы скажем «Ля иляха илляллах» и «Бисмилля» в рай сразу. «Бисмилля» в рай сразу, если скажешь «Ля иляха илляллах». А вот не получается, говорит. И про детей подумал, говорит, когда было плохо. И про смерть подумал, и про жену подумал, но вот про «Ля иляха илляллах», говорит, не думал. Почему? Потому что очень тяжело это. Вот есть состояние перед смертью, которое называется сакаратуль маут. Огонь смерти называется. Это по-татарски улым исрыклеге. Исрык, то есть пьяный. Вот пьяный человек, он не знает, о чем он говорит. И он может говорить и сам не понимать этого. Так ведь? И вот то же самое. Когда человека постигает огонь смерти, он не понимает, о чем он говорит. И вы думаете, когда придет вот эта агония, вы вспомните этот хадис. Там Юсуф Хазрат говорил там на уроке. Сейчас помню. Раваху Хаким, Абу Дауд. Нет, братья. Агония смерти — это такой трудный, страшный час, когда у тебя все забудется. Все. И «Ля иляха илляллах» скажут только те, кому Аллах Тааля даст возможность сказать «Ля иляха илляллах». Поэтому не думайте, так все просто. Так все просто. И вот, чтобы понять, вот как это все будет происходить, ученые сравнивают смерть человека с канистрой. Вот канистра. У канистры нет колпачка, крышки. Но что-то там внутри есть. Вот если канистру опрокинуть, канистра падает. Что вытекает из этой канистры? Что? То, что внутри, оно и выйдет наружу. Если это чистая вода, она выйдет, вода выйдет. Если это бензин, выйдет бензин. Если это какая-то грязь, нечистота, выйдет грязь. Вот то же самое агонии смерти. Когда человек падает, агонии смерти, из него начинает вытекать то, что у него внутри. Никакого контроля уже нет. Вот у нас внутри может быть одно, а на языке другое. Потому что, эдеп есть, да? Иногда мы говорим то, что явно не то, что думаем. Так ведь? Иногда хочется сказать вот это, а мы не говорим. И человек лицемерит иногда. Он говорит: да, Аллах Тааля, если это истина, а так он сам не думает. Вот когда постигает агонию смерти человека, вот эти все адабы, да, вот эти все уходит. И из человека выходит то, что у него внутри. Поэтому если у тебя при жизни
сердце был ля иляха илляллах, иншаллах, и при смерти он будет. И он выйдет из тебя. И ты войдешь в рай. А если у тебя, может быть, на языке, может быть, перед братьями, перед сестрами, да, перед людьми, был ля иляха илляллах, субханаллах, машаллах, Аллаху акбар, а внутри у тебя была грязь, да, возможно такое? Конечно, возможно, да. Вот перед смертью ты все вот эти слова, то, что ты говорил, да, они все забудутся. И выйдет наружу у тебя то, что у тебя и действительно внутри. Поэтому, по-моему, Ибн Каим, если я не ошибаюсь, он написал в своей книге более 1000 случаев, когда людей постигал агония смерти. И он вот рассказывает, он пишет в этой книге, что к одному человеку, который любил выпивать спиртное, к нему пришла агония смерти. И собрались возле него его дети, и понимая, они все знают этот хадис, что если последнее слово у верующего человека будет ля иляха илляллах, он будет в раю, и они начали повторять ему ишхад, ишхад, скажи, засвидетельствуй ля иляха илляллах, понимая, что если их отец, их брат, дед скажет эти слова и умрет, иншаллах, он будет в раю. Они начали повторять ему. И он в этот последний час, момент, секунды, вместо того, чтобы сказать ля иляха илляллах, он сказал: наливай себе и про меня не забудь. И умер. Почему он не сказал ля иляха илляллах? Потому что в сердце у него не было ля иляха илляллах. В сердце у него было вот это. Другой человек, который всю жизнь играл в шахматы. Я не говорю, что шахматы харам, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но у него вместо того, чтобы быть в сердце любовь к Аллаху, страх перед Ним, ля иляха илляллах, у него в сердце занимало первое место шахматы. И когда его дети начали ему повторять: скажи, скажи, ля иляха илляллах, он сказал: шах тебе и мат. И он умер сразу там. То есть то, с чем жил человек, с тем он и умирает. Поэтому, дорогие братья, это очень большое испытание. Самое первое испытание, которое начнется уже в последующей жизни, да, это агония смерти. Это агония смерти. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это самый любимый Аллахом раб его, да. Больше пророка Мухаммада Аллах больше никого не любит так. И вот он прошел через это испытание. И когда у него началась агония смерти, у него образовался пот, он вспотел, он прошел через это, и он, когда пришел в себя в агонии смерти, по-моему, Айша, радиаллаху анха, передает, он же умер на груди Айши, радиаллаху анха. И он сказал: Субханаллаху инна лиль маути сакарат. Субханаллах, воистину у смерти есть агония, оказывается. Агония. Поэтому ман кана ахиру калямихи ла иляха илляллах дахаля аль-джанна. Хадис, машаллах, такой короткий, такой легкий, казалось бы, да? Сказал ла иляха илляллах, все, ты в раю. Нет, дорогие братья. Вот все, что у тебя будет внутри, оно и выйдет. Кто-то будет умирать с песней, кто-то будет: давай налей и мне, кто-то будет еще что-то, но ля иляха илляллах скажут только те, кто достоин этого говорить. И поэтому это великая причина прощения грехов, ля иляха илляллах. Азан жеттіме? Нешеде намаз? Бір-екі минут бар бұғай? Сколько осталось до намаза? Все тогда. Ну, следующая причина, иншаллах, у кого во время джиназа намаза, на джиназа намаз присутствовали миату айнда маутихи, 100 человек. Это следующая причина прощения грехов. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран, хайрал джаза.